Добрый вечер, дорогие друзья. 30 мая, понедельник. И вы смотрите в прямом эфире «Арену событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. По понедельникам, как всегда, в прямом эфире мы принимаем ваши звонки. Мы будем рады интерактивному общению с вами. Номер телефона, по которому можно дозвониться нам в студию, вы видите на своих экранах: 35 33 10. А я рад представить нашу сегодняшнюю гостью. Министр образования Республики Саха-Якутия Феодосия Габышева. Феодосия Васильевна, большое спасибо, что нашли время, пришли. Вот мы, кстати, только что в новостях слушали, да, что сегодня прошел единый госэкзамен по русскому языку, школьники писали. Феодосия Васильевна, а как бы вы, давайте вот с общего начнем, а как бы вы вообще оценили сегодняшний уровень школьного образования в стране? В целом, это однозначно сказать очень сложно, трудно, потому что на историческом этапе развития в целом страны ставятся различные приоритеты. Если взять, допустим, да, начало автономии, допустим, да, у нас эта задача была ликвидация неграмотности. 60-е годы, допустим, да, ликвидация второгодничества. Да. Но сейчас у нас современное образование конкретно сегодня ставит именно индивидуализацию образования от массовости, от единого измерителя, от единых программ. Мы перешли в 90-е годы к вариативным, да, с учетом направлений и так далее, а сейчас мы переходим именно на индивидуальное образование с учетом потребностей, одаренности, талантов и так далее. А нет ли здесь противоречия? Какое индивидуальное образование подразумевает ЕГЭ, единый госэкзамен? Но единый госэкзамен – это универсальный измеритель. Это не содержание образования, это измеритель, да. Это оценка качества образования, объективная оценка качества образования. Сегодня наши дети вот сдавали экзамен по русскому языку, это обязательный экзамен. Все всего в этом году 100% получили допуск, написав сочинение, и они сегодня вот сдавали экзамен по русскому языку. В принципе, это самый для нас ответственный день. Потому что понятно. Это обязательный экзамен. Да, понятно. Ну вот видите, мы так плавно и здорово подошли к вопросу подведения возможного подведения предварительных итогов учебного 15-16 года. Каковы они, эти итоги? Чем был интересен этот учебный год? Этот учебный год, он интересен тем, что, во-первых, мы подвели итоги нашей 5-летней работы на период с 2012 года, когда проводился у нас 11-й съезд, то есть 12-й съезд. В этом году мы провели 13-й съезд учителей педагогической общественности. Давайте напомним, когда он был. Это было в октябре, и мы приняли стратегический наш документ именно как открытое образование. Почему мы говорим открытое образование? Именно опять-таки с учетом конкретно интересов, склонностей, потребностей и так далее. Мы должны стремиться, чтобы ребенок получил то образование, которое будет в перспективе нужна в жизни каждого человека, по отдельности, можно сказать, да? Феодосия Васильевна, давайте примем звонок от зрителя, уже появился звонок, и после этого продолжим наш с вами уже разговор. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Написать вопрос. Здравствуйте, вы уже в эфире, задавайте свой вопрос, пожалуйста, представьтесь только. Алло. Здравствуйте. Да, слушаем. Алло. Да. Слушаем. Алло. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. По якутски можно спросить? По якутски можно спросить? Можно спросите. спросите. Он объявил, тут у меня он объявил, он был
Хорошо. Ну, спасибо за Да, вопрос. Это Да. я поняла, что вопрос задают из Сталинского улуса, да, о строительстве конкретной школы Турокюрской средней школы. Но уже вот зрительница указала, что объект был начат, ну, строительство объекта было начато в 2014 году. Завершение будет в этом году. У нас по плану, по инвестиционной программе вот этого объекта в этом году. Вы сами знаете, ежегодно вводим не менее 10 школ. Турокюрская школа в этом году стоит в плане, если коротко так сказать. Ну и, собственно, вот будут звонки поступать. Если даже что-то не ответим, просто на карандаш возьмем. И хорошо. вы, конечно же, собственно говоря, Да, уже. мы дадим ответ. Давайте так, у нас сейчас небольшой перерыв на рекламу на 2 минуты, а после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор с министром образования Республики Саха-Якутия. Мы вновь в студии, реклама прошла быстро. Я напоминаю, что в гостях у арены событий сегодня министр образования Республики Саха-Якутия Феодосия Васильевна Габышева. Феодосия Васильевна, мы прервались на том, что начали подводить итоги 15-16 учебного года. Давайте продолжим. Самое главное, перед нами в 2015 году стоял вопрос ликвидации очередности в дошкольных образовательных организациях. Провели очень большую работу. Я благодарна всем главам муниципальных образований, да, и в первую очередь это Министерству связи, потому что они нам помогли создать, вот, наладить электронную очередь на российском портале, да, полностью. Да. И благодаря этому мы дублирующие фамилии детей около 6 тысяч убрали, потому что очень много, это ребенок ходит в один детский сад, или там в городе зарегистрирован, ходит в детский сад в Улусе, или в Улусе зарегистрирован, ходит в детском саде, допустим, в городе. Да? Поэтому, в принципе, очень огромная, большая работа проведена, очень большие деньги были конкретно предусмотрены и за счет федерального бюджета, за счет республиканского бюджета. И мы создали дополнительно и при поддержке предпринимательства создали в целом около 10 тысяч мест. Некоторые думают, что вот очередь ликвидировать, проблема снята. Это абсолютно не так. Да, у нас демография очень хорошая. Детям исполняется 3 года, они встают в очередь, поэтому очередь вот конкретно ежедневно это мониторится. Да? Поэтому, в принципе, вот, в этом отношении надо сказать очень налаженную работу операторов, которые вот это ведут во всех муниципальных образованиях, но в частности в городе Якутске, потому что очень большая очередь была у нас около 6 тысяч, это в городе Якутске. Благодаря вот всем принятым мерам мы ликвидировали очередь в дошкольных образовательных учреждениях. Дальше будем продолжать работать, да, и благодаря тому, что мы и по инновационному проекту работали, и далее будем и строить, и создавать вариативные различные формы, да, и семейные группы, группы кратковременного пребывания, различные центры по направлениям и так далее, семейные консультации и так далее. Все эти формы будут, да. У нас еще звонок поступил, давайте примем его и продолжим после звонка наше с вами общение. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире и задавайте ваш вопрос гостю. Это вы мне или кому? Да, это я вам, здравствуйте. Игорь Николаевич Савинов, Кундянский наслед Нюрбинского района. Да, пожалуйста, вопрос. Когда вот школы наши? Когда Наши школы. Какой наслед? Кундянский наслед Нюрбинского района. Да, Кундянская школа у нас строится. Ну, на память сказать очень сложно, да, но у вас школа строится, у нас по плану, по-моему, 17-й год. Я могу потом уточнить, пожалуйста, выходите на нас. Ну, в прошлом году же вы начали строительство. Да? Спасибо за ответ. Да, спасибо вам за вопрос. Вот такие вот конкретные вопросы поступают, да. Летний отдых и оздоровление детей, да, второй такой большой блок вопросов. Что с этим? Каковы приоритеты здесь?
Ну, я хочу вот продолжение того же вопроса. Да, у нас год дополнительного образования. Да, в этом году да. мы объявили год дополнительного образования. И в рамках этого и летний отдых и так далее. Сегодня это приоритет. И организация летнего отдыха, и дополнительное образование детей. Ну, они вот как переплетаются, можно сказать, одного направления. У нас по плану в этом году 680 лагерей, они разные, и дневные, и стационарные, и палаточные, и трудовые лагеря и так далее. Они все будут работать полностью, там комиссия их принимает и так далее, но всем требованиям они соответствуют. Федеральные деньги будут в этом году выделяться через Министерство труда и социального развития для детей, для организации детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Так, это федеральные деньги. За счет республиканских средств в первую очередь обеспечиваем детей-сирот, так, детей, вот, которые детей из малообеспеченных семей, да. детей из многодетных семей, а также, конечно, организация выезда талантливых детей по различным направлениям и так далее за пределы республики. У нас за пределы республики около 3000 детей планируется. Но здесь я хочу объяснить, в Крым это по квоте, по обращению родителей. 6 мая провели комиссию, определили по обращениям, потому что там оплачивают проезд родители сами. Для нас приоритет, в первую очередь, поддержка детей из северных арктических улусов. Да. Это 13 улусов, у нас 11 тысяч детей там, и, конечно, они нуждаются в особой заботе, потому что их должны вывести хотя бы в летний период там, в места с более таким климатом. Да? Я предлагаю еще один звонок принять сейчас. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина Николаева, детский сад номер 8 Родничок, город Якутск. Вот у меня вот конкретный вопрос к министру образования. В нашем детском саду работает заведующий Куприянов Алексей Валерьевич. Вот у него нет высшего образования. Как такое возможно, когда идет, получается, нарушение части 2, части 4 статьи 51 Федерального закона об образовании? У нас очень сложная ситуация в детском саду. Наш коллектив буквально разделен на 2 лагеря. За эти полгода, которые он там проработал, у нас столько выявлено нарушений. Вот в этом отношении как нам быть с тем рядовым сотрудникам? Спасибо за вопрос. Да, конкретный вопрос, да, мы разберемся. Сразу понятно, из какого вы лагеря, собственно говоря. Да, по конкретному вопросу мы разберемся. Есть критерии, конкретно по каким критериям должны быть назначены руководители, заведующие, руководители образовательных организаций. Феодосия Васильевна, а давайте продолжим, собственно, вот мы упомянули уже о годе дополнительного образования. Насколько массовое дополнительное образование сейчас у нас? Да? Вообще, что с дополнительным образованием в республике? Дополнительное образование – это большее занятие образования детей по своим интересам. Да? Это не обязательно. Допустим, общее и среднее образование – это конституционное право и обязательно. Дополнительное образование по интересам. Мы, в первую очередь, это организовываем через сеть образовательных организаций дополнительного образования. Да? Это на муниципальном уровне, есть республиканские учреждения и так далее. Но есть у нас показатель, согласно указу президента Российской Федерации, конкретно мы должны к 2020 году обеспечить охват разными видами дополнительного образования 75% детей. Грубо, из 100, 75 детей мы должны охватить. Но приоритет здесь в первую очередь это техническое направление, патриотическое направление, гуманитарное направление и так далее. То есть приоритетом и техническое является, и гуманитарное, чтобы и то, и другое. Да. В принципе, да. Но техническое у нас больше приоритет. А сейчас охват, надо выйти на 75%, сейчас мы... Да, сейчас охват где-то 70%, да. Это хороший, это очень хороший. Это хороший показатель. В принципе, в последние годы мы достаточно интенсивно работаем. 63-67 было, сейчас 70%, должны достигать 75%.
Это достаточно высокий показатель в целом по Российской Федерации. И субъекты, где охват 20-30%. Ну, не будем уподобляться, Да, собственно хорошо, говоря. Да. да. У нас меньше 5 минут остается в эфире. А хочется спросить еще о ликвидации второй смены, например. Это вот тоже совершенно конкретный вопрос, абсолютно. Так. Да? Ну, в этом году на федеральном уровне начало действие федеральная программа по созданию новых мест, содействие по созданию новых мест. В этом году на федеральном уровне на эту программу выделяется 25 миллиардов рублей. Очень надеемся, еще будет второй транш 25 миллиардов, потому что при принятии бюджета, в принципе, сумма была определена 50 миллиардов рублей. Но фактически 25 миллиардов, первый транш, они распределены на конкурсной основе. Наша республика при поддержке руководства, мы очень много работы провели, разработали свою государственную программу, попали в число регионов, которые в этом году будут получать федеральную поддержку. 387 миллионов рублей мы в этом году получаем конкретно на ввод 18-й школы в городе Якутске. Если будет второй транш, у нас есть резерв на финансирование вводимых объектов. Самое главное, я хочу сказать, при налаженной работе с Министерством строительства мы смогли включить в перечень, федеральный перечень, типовые проекты 7 школ наши, да? Потому что вначале очень такие ограничения были построить только школы от 1000 мест. А в наших условиях, конечно, это очень сложные показатели, когда мы расселены. Ну, в общем, получается, что мы ожидаем ликвидацию второй смены. Это к 25-му году. Да, тем не менее, да, до 2020 года первый, 4 классы, потом у нас старшая школа, 10-11 классы, а до 25 это до 20 года это. До 25 года мы должны ликвидировать вторую смену в основной школе с 5 по 9 класс, а также построить еще взамен аварийных ветких школ. Феодосия Васильевна, меньше 2 минут до конца нашего пребывания в эфире. Не могу не спросить о первом съезде Общества русской словесности в Москве, в колонном зале Дома Союза 25-26, если не ошибаюсь, мая. Вы там принимали участие, вы там делали доклад, и вы вносили предложения. Расскажите, пожалуйста. Первый съезд прошел в Москве с участием президента страны Путина Владимира Владимировича, патриарха Кирилла, Российской академии образования, с участием и ученых, и общественников, и членов ассоциации учителей русского языка и так далее. Наши предложения какие? Мы внесли предложение. Самое главное, одно предложение. Да, самое главное – это учесть при изучении русского языка, учесть родной язык детей. Да? Да. Когда родной язык русский, материнский язык, когда русский язык второй государственный язык, и для тех, кто изучает много языков, в том числе для коренных малочисленных народов Севера. Феодосия Васильевна, спасибо вам большое. Я напоминаю, что в гостях у арены событий сегодня была министр образования Республики Саха-Якутия. Фраза Мишеля Монтэня: «Для того, чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы научиться самому». Спасибо вам и до встречи.